Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу сердечно поблагодарить за вашу активность, за вашу поддержку меня и моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину и узнаем, чего он панически боится, каковы его страхи, какова суть его переживаний. Если тема интересна, загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени, попросите его прийти и раскрыться для нас, рассказать все без утайки, честно, как на духу. Я думаю, что все уже представили своего мужчину, что все уже обратились и загадали. Давайте посмотрим, что у него там за страхи, что у него за переживания. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать только самую важную, нужную и полезную информацию. Смотрите, как много монеток вышло у вашего мужчины. Вот его страх на подкорке, на ментале – это деньги. Деньги, финансовое положение, успех. Да и вообще платежеспособность. Девочки, деньги. Может быть, он у вас и не такой уж материалист, но тем не менее он очень часто и много об этом думает. Может быть, сейчас такая обстановка, либо такая ситуация в стране, когда мужчина задумался, а что будет дальше? А смогу ли я содержать семью? А смогу ли я вообще покупать еду? И что дальше с этим всем делать? Куда мы катимся? Мужчина здесь мне вышел достаточно расточительный. Ну, по крайней мере, он не жалеет денег на себя и на свои, ну, допустим, удовольствия. Да? На вас он тоже может потратиться, и причем, как любит вам доставлять, может быть, какие-то сюрпризы. Либо, знаете как, даже не сюрпризы. Ему нравится, когда вы довольны, когда вы его хвалите. Может быть, не всегда у него есть средства на то, что вам нужно, либо на то, за что бы вы его похвалили. Но тем не менее, как только возможность есть, какая-то копеечка лишняя завалялась, либо там подзаработал, он о вас не забывает. Он не забывает, и он может покупать, и дарить. И ему главное вот видеть ваши счастливые глазки. Ну, не благодарности он ищет, а вот именно когда вы довольны. А вы, когда довольны, вы вот как мурлыкаете, что ли, да? У вас какой-то тембр голоса интересный становится. И вообще у вас такая улыбка, ну, необычная. Вот он как ищет всегда эту улыбку. Вот в моменты, когда вы счастливы, в моменты, когда вы довольны, вы так улыбаетесь. И для него ваша улыбочка, ну, она, понимаете, она стоит, ну, и небо, и звезд. Вот он готов прям все отдать. Не всегда у него получается вызвать эту милую улыбку, но тем не менее он к этому стремится. Вот. А теперь видите как? Может быть, по магазинам хотел, может быть, новости какие-то посмотрел. Начал очень сильно напрягаться. Вы к нему присмотритесь. У него вот как новая морщинка появилась, как заломчик новый появился. Вот где-то в районе вот межбровки. Да, либо какие-то новые, вот знаете, вот морщинки пошли по лбу, прям, или очень четко стали видны. Может быть, они и были, да, но они более вот как выраженные стали. Он очень много, вот именно в последнее время, он очень много вот как, ну вот я прям как вижу, как он сидит вот так вот, рукой лоб, глаза прикрывает и морщится, хмурится. Вот такие мысли у него неспокойные, тяжелые. Ну, если вместе живете, вы, наверное, заметили, что он как-то странно стал, ну, меньше там храпеть, да, меньше ворочаться. Больше все время вот как встает с кровати, вот как бессонница у него. Может быть, даже какие-то дурные сны снятся. Такой беспокойный стал. Это он очень задумался за будущее, за деньги. Ну, как за хлеб насущный, девочки. Вот да, это сейчас его очень сильно беспокоит. деньги. Видите, сколько монет. И с правой стороны, и с левой стороны монеты.
У кого мужчина бизнесом своим занимается, ну тут просто какое-то горюшко настало. Ну, в его представлении, в его голове. Может быть, кто-то подвел, подставил, либо, ну, знаете, как емкость рынка меняется, и, ну, он как бы за бортом, он либо боится оказаться за бортом, либо уже он где-то там находится. И прям, понимаете, сердце колет, побаливает из-за этого. И голова, просто кипит голова от этих всех мыслей. Не могу сказать, что трясется с деньгами, но то, что он стал задумываться и крепко, и переживать очень сильно, это да. Это, девочки, да. Кстати, у кого-то еще отыграется, что мужчина обещал, какая-то годовщина у вас идет. Может быть, там со дня свадьбы, может быть, там знакомства, может быть, у вас какой-то вот прям круглый праздник. Он хотел, либо обещал вам какой-то дорогой подарок. А теперь он сидит и думает: боже, ну что ж я за скотина, да, такая, что я не могу женщине любимой своей подарить то, чего она хочет, чего она достойна. Может быть, денег не хватает, а может быть, он понимает, что это последние деньги, которые, скажем так, на его счету либо в кармане лежат. Девочки, но он все равно подарит. Он подарит, даже если последние трусы придется снять, продать, он вам подарит, да. Просто он, знаете, как за деньги задумался очень сильно. У кого-то вот из девочек вижу, вот один мужчинка пришел, который работу потерял. Держится молодцом, ну, в рамках возможного, но очень сильно переживает. Девочки, вы за ним посмотрите. А то кто-то его, знаете, вот как на бутылку поведет. Кто-то может сказать: ой, а давай выпьем, а ваш скажет: а я не пьющий, а тот скажет: а тебе легче будет. И вот чтобы он у вас, ну, туда не пошел, понимаете, чтобы у него голова в ту сторону не смотрела. Вы, девчоночки, пожалейте его, подбодрите, все хорошо будет. Я вижу, что все будет хорошо, он еще себя найдет. Вот. А вот какой-то вот мне не нравится вот этот персонаж, который, вот видите, как предлагает, вот прям совывает: на тебе эту чарку, пей. Тебе легче будет, да? Смотрите, чтобы он не пил. Так, это то, что у нас прямо здесь и сейчас происходит. Давайте глубже глянем. Вы видите, у него тут фигурка одиночная стоит. Одиночная фигурка. Самый большой страх его жизни – это остаться одному. Он очень боится одиночества. Может быть, он периодически к одиночеству стремится. Ну да, типа, оставьте меня все в покое, там мне нужно посидеть, подумать, либо он у вас любит эти посиделки в туалете, в уборной, там закроется и сидит 2 часа. Поди знаю, что он там делает. Говорит, что отдыхает от шума, да, от семьи отдыхает. На самом деле нет. Девчонки, он очень боится остаться один, остаться никому не нужным, остаться вот без вас, понимаете, без вас, без, если детки есть, без деток. А для него это просто страх и ужас. Он борется с этими мыслями, но они, ну, вот какой-то цикличностью его накрывают. На него, кстати, может повлиять что угодно. На него может повлиять, там, не знаю, фильм сентиментальный, да, какая-нибудь даже мелодрама. Хотя он там говорит: фу, там сопли, не люблю. А на самом деле он не любит, потому что он очень чувствительный к этой теме. Вот, он очень как-то чувствует, через себя пропускает. Чей-то пример мог повлиять. Может быть, какого-то там знакомого друга, либо родственника даже. Боится. Вот больше всего на свете он боится остаться один. Что касается вас, он не боится от вас ничего, даже предательства не боится от вас. Он вам, девочки, доверяет. Он вам очень доверяет, и вы, ну, вы как опора для него, он на вас опирается. Он... Ой, мне прямо жаль его стало, девочки. Прямо какую-то картинку мне показали такую. Ой. У кого-то такой страшный случай произошел, когда мужчина с жизнью попрощался. И знаете, он думал, что он погибнет. Вот идет прям поток, картинка идет. Он думал, что он погибнет. И вот его мысли все были о вас. Он плакал, у него слезы были. И он просил о вас. Он просил, чтобы... Вот я не могу услышать до конца.
это он обращался к Богу, либо он обращался к какому-то человеку, чтобы о вас позаботились, чтобы, ну, чтобы вы не пропали, понимаете? Ну, вот как он думал себе, я ее защитник, да, я должен был за нее отвечать, и теперь я не могу этого делать. Он не думал о том, что он может погибнуть, да, или там ему остались считанные секунды. Он думал о вас, понимаете, что вы останетесь одна. Фу, сейчас расплачусь прям. Ой, ой, ужасно. Понимаете, какие страхи у этого человека, либо, да, какое отношение. У кого-то этот случай, ну, может быть какая-то авария, может быть какой-то инцидент, может быть какие-то действия там боевые. Мужчина вот это все переживал, он думал об этом, он не боялся смерти, понимаете? Он не боялся смерти, он боялся за вас. Вот что с вами будет, как вы будете жить, что вы будете делать, что вы будете кушать, что с детками будет. Этого он боялся очень сильно. Видите, как я подумала, что, ну, когда показали, что это основной такой страх, да, одиночество. Но тут, видите, как видением пошло именно вот эта картинка этого ужасного случая. Девчонки, вот чей-то мужчина, конечно, в такую переделку попадал, либо попал. Не дай Бог, Господи, спаси, сохрани. Это ужасно. Смотрите, мои хорошие. Ваш мужчина, он сильный. Ваш мужчина, он настоящий мужик, понимаете? Да, может быть, где-то грубоват, где-то неотесан, где-то не умеет говорить красивые слова. Но он не ханжа, и он не трясется над собой, да, вот, ой, я там бедный, ой, я там несчастный. Нет, он очень человечный, и душа у него такая огромная-огромная. Видите, как за себя он не так сильно боится, как боится за вас. Вот смотрите, даже по первому поверхностному страху, да, деньги. Не потому, что он будет голодать, а потому, что ему не за что будет вам хлеба купить, да, детям хлеба купить. Второй страх — это вот остаться не в удел, да, никому не нужным, там, бесполезным, как в мире, как перст. Ну и самое главное — это страх за ваше будущее, за будущее ваших детей. Вот вдруг меня не будет, да, вдруг в один момент я не смогу защищать свою семью, я не смогу уберечь своих близких людей, да, что я за защитник такой, что я за мужик такой. Вы понимаете, прям трогательно, очень трогательно и очень переживательно. Девчонки, вы пожалеете его, пожалеете, обнимите, да, может быть где-то противный, но простите его, пожалуйста, простите, он хороший человек. Девочки, мужчину вы себе выбрали хорошего, очень хорошего. Любите его, пожалуйста. И знайте, что он очень любит вас, ваших деток, ваших родственников, вот кто вас окружает. Не всегда об этом говорит, но эти чувства, они у него есть. Со страхами он своими пытается бороться, вот как может, как умеет. Он чем-то себя, кстати, стимулирует, мотивирует, но все мы люди, понимаете, все мы люди, и иногда может поддаться этим страхам. Девчонки, у кого мужчина сердечник, либо есть какие-то с этим проблемы, вы его поберегите, потому что у него вот на нервной почве, да, вот я уже говорила, сон может пропадать, кстати, аппетит может пропадать. Здесь нужно за ним смотреть, и какая-то, может быть, гимнастика ему нужна. Вот он у вас как в себя уходит, да, там ложится потихонечку, так калачик сворачивается, отворачивается. Его нужно тормошить. Вот ваша любовь, она способна створить чудо, она способна излечить этого мужчину. Смотрите, ваша улыбка, какой-то ваш приятный взгляд, все в этом мужчине переворачивает. И какое бы плохое настроение не было, но в ваших силах этого мужчинку избавить от всех страхов и от всех переживаний. Мои хорошие, на этом все. Такая немножко трогательная цыпка, у меня же в горле ком стоит. Извините, если что не так. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.